Выражение «кыргызская мода от кутюр» еще не прижилось в среде модниц и дизайнеров одежды. Но это лишь дело времени, считают пионеры модной индустрии в Кыргызстане. Развитие в стране швейного дела стало отправной точкой для появления модельеров, которые уверенно называют себя кутюрье. О них в нашем следующем материале. Что такое мода? Вид искусства или многомиллионный бизнес? Мода распространяется на все, что нас окружает. Создание одежды, наверное, самое непредсказуемое и капризное явление. За последние 2-3 года в Кыргызстане произошел настоящий швейный бум. Открылись сотни цехов, подпольных и легальных. Тысячи людей сели за швейные машины. На такой благодатной почве не могли не появиться законодатели моды, кутюрье и модельеры. Специалисты заговорили о кыргызском модно-швейном чуде. В детском воспитательном центре вместо детей длинноногие манекенщицы. Кыргызский модельер Игорь Яровенко проводит кастинг и генеральную примерку для предстоящей демонстрации своей новой коллекции. В Бишкеке становится традицией представлять новинки на подиуме. Так, или давай крупных возьмем. Нормально. Подобрать подходящую модель – половина успеха. Обычно публика на подиуме видит красивых девушек в эксклюзивной одежде. Остальное остается за кулисами. Яровенко – первый и пока единственный в Кыргызстане модельер, который создает женское белье. Мы здесь открываем бедрышко. У нас ни республика, ни государство не готово к тому, что нужно что-то продвигать высоко. То есть у нас каждый за себя. Поэтому кто во что гораздо. Дильбар Ашимбаева в кыргызской моде не первый десяток лет. Она считается настоящим классиком. Коллекции Дильбар на ура принимают в московских домах мод. А недавно она открыла элитный бутик в Нью-Йорке. Самое главное, что ты видишь каждый день результат своего труда. То есть какие-то идеи, которые воплощаются сразу же в жизнь. Мне кажется, это супер интересно. Небольшой цех, где 20 работников воплощают в жизнь самые смелые проекты Дильбар. По сути, здесь материализуются идеи или их отдельные грани. Традиционно каждую вещь делают вручную, начиная с раскроя и заканчивая вышивкой. Посмотрите, какие у нас красивые подклады, да? Мы специально заказываем в Маргелане ручные шелка по старинным таджикским дизайнам. Старинный, крупнорапортный. И гамму цветовую мы заказываем киргизскую. Чтобы купить такую вещь эксклюзивной работы, среднестатистическому кыргызстанцу нужно потратить двухгодичную зарплату. Поэтому местные модельеры нацелены больше на Россию, Европу и США. Для внутреннего рынка наши вещи, может быть, дороговаты. А вот в плане в системе Европы, то это не очень дорого. Рааль Саматов – один из тысяч кыргызских так называемых цеховиков. На волне швейного бума открыл производство. Такие же, как он, легальные и нелегальные швейники выпускают одежду массовую. Именно их продукция составляет серьезную конкуренцию фабрикам Италии и Турции. Бум швейный есть в Кыргызстане. И он идет по нарастающей. Потому что это та отрасль, в которую можно запустить с минимальным количеством денег и развиваться дальше. Потом можно будет переходить на какие-то другие отрасли экономики. Рааль занял нишу классического мужского костюма. Шил даже премьер-министру страны. Зачастую в дорогих российских бутиках встречаются элитные вещи с маркой «Сделано в Италии» или во Франции. На самом деле сшиты в небольших цехах в Кыргызстане. Естественно, все изделия выполнены в соответствии с последними тенденциями в моде. Территориально мы обшиваем весь Казахстан, обшиваем часть России, но российский рынок мы еще полностью не захватили. Важная вещь – демонстрация. Денег, создавая элитные уникальные вещи, в Кыргызстане пока не заработать. Но будущее у местных кутюрье великое. В этом уверен модельер Яровенко. Сейчас, говорит он, работа модельера больше хобби, чем бизнес. Да? Это взрослые игрушки. Я таким образом играюсь и все. Красиво играюсь. Он до сих пор по старинке сам шьет свои коллекции, которые представляет на известных подиумах. И все.
Модницы начинают привыкать к местным модельерам, а сами мастера все еще неловко чувствуют себя, когда их называют кутюрье. Не привыкли. Ну, сейчас вот говорю, пошла тенденция на то, что как бы заказать что-то именно для того, чтобы выделиться, а не то, что носят все. То есть вот это как бы радует. Да, я очень гордо всем говорю, что да, я шью трусы. То есть все, что вот это, я называю шью трусы. А в будущем я буду шить трусы. Молодое поколение модельеров может серьезно потеснить акул кыргызской моды. Бактыбек Тулпаров менее года в этом бизнесе, но у него уже есть гран-при международного фестиваля моды. Он намерен создать специфический и неповторимый кыргызский стиль. За основу он взял традиционный крой национального детского платья конца 17 века и немного осовременил его. Бактыбек недоволен модельерами прежней волны. Говорит, что коллекции они создают на европейский манер. Я очень люблю уделять внимание на мелочи. Вот здесь я использовал вот старинные вот пуговицы, да, металлические, да, вот как бы я их находил, там каких-то старинных вещей пришлось на некоторые вещи там отпарывать, да, пришивать. Дизайнеры должны вот такие вещи брать за основу, такие маленькие штучки, да, вот за которых трудно уцепиться, вот это мы должны показывать, а не эти рога и копыта, эти вышивки и какие-то безумные орнаменты. В Кыргызстане есть несколько модельеров, которые способны выйти на международный рынок и составить серьезную конкуренцию мировым брендам. Первые шаги сделаны. Молодые кутюрье представляют коллекции на известных показах в России, Европе и США. Но для раскрутки и поддержки кыргызских брендов нужны большие затраты, а денег в стране на это нет. Поэтому кыргызское чудо может так и остаться неизвестным за пределами страны.